Добрый вечер, дорогие друзья! На телеканале Якутия-24 продолжается второй республиканский вокальный телевизионный интерактивный конкурс «Вот это да!». 10 февраля завершилось СМС-голосование за лучшего вокалиста среди конкурсантов Мирного. По выбору телезрителей победу одержал Никита Егоров, участник из поселка Чернышевский. Я смеюсь, я живу, этот воздух добром согрет. Я вижу солнце, свет и сны цветные. Я молюсь, я хочу, чтобы чистым был твой рассвет. Гордая моя Россия. Никита Егоров и Марина Ханина примут участие в финале конкурса «Вот это да!», который состоится 25 февраля в прямом эфире телеканала Якутия-24. Генеральный спонсор проекта. Полиметалл – один из лидеров по добыче драгоценных металлов в России. От геологоразведки до эксплуатации производств. В Якутии компания реализует два крупных проекта – на Нежданинском золоторудном месторождении и серебряно-полиметаллическом месторождении в Верхоянье. Самая главная ценность для компании – это люди. Сегодня свое вокальное мастерство продемонстрируют участники, представляющие Алданский район. Вы насладитесь пением и станете свидетелями их мастерства. Напомню, что по условиям нашего конкурса будет определено два победителя. Первый будет определен по решению нашего компетентного жюри, ну а второго определите вы, дорогие телезрители. Для этого вам необходимо отправить смс-сообщение на короткий номер 5533 со словом «код» и номером участника, который будет показан на экране во время выступления. Оценить профессиональное мастерство наших вокалистов нам поможет компетентное жюри, и со всем уважением и почтением я с удовольствием спешу представить их. Заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, заведующая музыкальной частью театра юного зрителя, преподаватель по вокалу Жанна Анатольевна Костина. Отличник культуры Республики Саха-Якутия, преподаватель школы искусств, руководитель хора и вокального ансамбля Дома культуры «Металлург» поселка Нижний Куранах Алданского района Юлия Александровна Торопова. Отличник культуры Республики Саха-Якутия, преподаватель Якутского колледжа культуры и искусств, председатель жюри Стас Петрович Олесов. Сейчас, когда уже озвучены все главные условия, озвучен состав нашего жюри, я думаю, самое время передать микрофон для нашей первой конкурсантки, представляющей Алданский район. Наша первая участница Раиса Сахибгареева. Она преподает вокал, однако никто из ее коллег не подозревает о том, что у нее нет профессионального образования. А почему, вы услышите сами. Здравствуйте, меня зовут Раиса Сахибгареева, мне 26 лет. Я родилась в Амурской области, город Шимановск. Когда мне было 1 год, мы с мамой переехали в поселок Нижний Куранах. Вокалами занимаюсь 5 лет, и больше 21 года я занимаюсь музыкой. Окончила я Якутский колледж культуры и искусств, отделение социально-культурная деятельность по виду организации и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений. Сейчас я работаю учителем музыки и педагогом-организатором в Нижнекуранахской гимназии, которую окончила в 2014 году. Мое любимое увлечение – это каждый год ездить в Абхазию. Я люблю очень природу, горы. И, конечно, там отдыхаю душой и телом. Ну, а сейчас, в данное время, я стала мамой и очень этим горжусь. Спасибо.
Мы с тобой опять на максимальных нотах. Мне бы промолчать, но я не знаю, кто ты. Громкие слова давно уже забыты. Мы в безумии квиты. Глаза по мне стреляют так метко, но ты оставил в сердце отметки. Сказать, что я в тебе каждой клеткой, я уже не смогу. Проще забыть тебя, чем постоянно нас терять. Недолюби, мне недолюби, ты не зови, прошу, не зови. Проще забыть тебя, пусть лучше горькая, но правда. Недолюби, мне недолюби, ты не зови, прошу, не надо. Мы с тобой опять играем против правил, и меня так тянет нас на ноль поставить. Хочешь заключить со мной контракт на счастье, но мы две разные части. Глаза по мне стреляют так метко, но ты оставил в сердце отметки. Сказать, что я в тебе каждой клеткой, я уже не смогу. Проще забыть тебя, чем постоянно нас терять. Недолюби, мне недолюби, ты не зови, прошу, не зови. Проще забыть тебя, пусть лучше горькая, но правда. Недолюби, мне недолюби, ты не зови, прошу, не надо. Проще забыть тебя, пусть лучше горькая, но правда. Недолюби, мне недолюби, ты не зови, прошу, не надо. Раиса Сахибгареева, девушка с такой вот редкой красивой фамилией. Это природные данные или же это труд, вокал, вот изучение? Ну, я думаю, все-таки это действительно, да, то, что мне дано природой. Ну и как же без моих педагогов, моих наставников, это все с помощью их труда. Мы уже озвучили о том, что у вас нет профессионального образования, но при этом все равно уроки вокала вы берете. Давайте послушаем, что же скажет вот наши... Стас Петрович, вы так серьезно смотрите, все плохо? Да, вот вы представили, что нету профильного образования, но я сразу заметил, что есть работа все равно. Кто-то с вами занимался. Это и артикуляционно видно было, и это, голос был каким-то образом поставлен. Но, скажем так, работы, конечно, много, как преподаватель, к преподавателю тоже говорю. Там, скажем так, мне этой песни, да, вот не хватило. Вот взяли песню, вот так и закончили песню, да. Вот песня Савичевой, да? Да. Ага. Вот. И, скажем, я думал, ждал еще какое-то развитие в песне, может быть, мелизматические какие-то моменты, да, в песне, так как вас представили как преподавателя вокала, поэтому ожидал какое-то огромное вот такое. Но скажу так, хочу пожелать, чтобы вы дальше учились, если вы хотите, скажем так, посвятить свою жизнь, скажем, именно преподаванию вокала, конечно же, учиться, у вас хороший педагог, и, соответственно, приходить на какие-то мастер-классы, потому что над техниками вокала надо очень сильно поработать, и, соответственно, с учениками то же самое.
Хорошо? Вот мое Хорошо. мнение. И желаю удачи. И когда-нибудь, надеюсь, увидимся. Все-таки коллеги. Спасибо большое. А я вот думаю, что если Раиса будет устраивать сольный концерт, вот хоть завтра, я приду. Приду. Спасибо, я вас буду ждать. Так, Юлия Александровна, что скажете вы? Раиса, такая маленькая, хрупкая, очаровательная и такой мощный голос. Мне все очень понравилось. Спасибо тебе большое за исполнение, за твое. Жанна Анатольевна. Мне очень сложно оценивать Куранах, потому что я знаю, что они все круто поют. Они являются основными нашими соперниками. Раечку я опять же помню с премьер-вокала, все с того же премьер-вокала. Ну вот, мне кажется, испугалась. Вот. Было, да, было волнение, оно есть у меня постоянно так. Вот да, я вот говорю, что вот это вот постоянное твое волнение, и мне не хватило немного музыки, громкости, да? Согласитесь со мной? Нет? Некоторым участникам, ну, вообще некоторым вокалистам очень сложно петь, когда мало музыки. Я ошибаюсь? Есть такое, да. Вот, может быть, погромче сделать, мы не оглохнем. Да, вот. А так, в принципе, ну, мне все понравилось. Спасибо. Спасибо огромное за ваше мнение. Ну а я хочу напомнить для наших телезрителей, что для всех тех, кто также не замечает того, что у нашей прекрасной Раисы нет профессионального образования, но зато колоссальные данные от природы, и техника она тоже есть, как отметили наши уважаемые жюри, я думаю, что пора время голосовать. Для этого вам необходимо отправить на короткий номер 5533 смс-сообщение со словом «код» и номером нашей конкурсантки, которую вы видите на своих экранах. Я только что со сцены. Конечно, меня переполняет море эмоций. Было очень страшно, и мне до сих пор еще немного не отошла от этого состояния, но мне очень понравилось. Я желаю всем участникам успеха. Как я выступила, в принципе, мне очень нравится, я очень довольна этим. Конечно, есть стремление расти дальше, я услышала жюри и буду учиться над ошибками. Я довольна, что есть такой конкурс, мне очень было интересно. Очень хороший коллектив, очень хорошие участники, так что было все прекрасно. Наша следующая конкурсантка по имени Эльвира Вавилова. Работает преподавателем в детской школе искусств, конечно, поет и выступает часто, однако по ее признанию в конкурсах не выступала давно, поэтому волнуется, но мы ее, безусловно, поддержим. Меня зовут Эльвира Вавилова, мне 39 лет. Я родилась и выросла в небольшом поселке Нижний Куранах Алданского района нашей обширной республики. Я замужем, воспитываю 2 прекрасных дочерей. У нас очень творческая семья. Младшая дочь посещает эстрадный вокал. Старшая дочь, несмотря на то, что является студенткой 2-го курса и учится она на экономиста, 15 лет своей жизни она посвятила хореографическому искусству. Уже более 15 лет я являюсь преподавателем. Начинала я с Нижнекуранахской гимназии, где преподавала уроки музыки. Сейчас я работаю в нашей детской школе искусств преподавателем хоровых и теоретических дисциплин. И в рамках республиканского проекта у нас в нашей детской школе искусств существует хор «Ассорти», руководителем которым я являюсь. Мы неоднократно участвовали в республиканских конкурсах, где принимали участие и заслуженно занимали достойные места. Несмотря на то, что в нашей семье, наверное, супруг является одним не из творческих людей, он всегда за нас очень-очень сильно переживает, никогда не пропускает наши концерты с детьми. Он всегда очень болеет за нас, собственно, так же, как и за меня сейчас, когда я принимаю участие в этом конкурсе. Для него это очень важно, он всегда меня в этом поддерживает. Свободное от работы время, в основном, конечно, это всегда летний период, чему многие могут мне позавидовать. Это 3 полноценных летних месяца отпуска. Я люблю посвящать садоводству. Очень люблю я это дело, садоводству и путешествиям, конечно.
Ничто на свете не кончается, лишь отражается в других. Любовью в детях продолжается память родителей своих. А за окном осина клонится ветвями хрупкими ко мне. Не может сердце успокоиться, что мало весен на земле. Цветет черемуха весной, а сверху мир совсем другой. Он в детстве близко в облаках, сидя на папиных плечах. Цветет черемуха весной, вновь мама рядышком со мной. И детство, как другая жизнь, где видно мир весь сверху вниз. Ничто на свете не кончается, не пропадет и не уйдет. Но что же сердце так печалится, когда черемуха цветет? И как во сне былое видится, садится солнце, ветер стих. Цветет черемуха, любимица, в саду родителей моих. Цветет черемуха весной, а сверху мир совсем другой. Он в детстве близко в облаках, сидя на папиных плечах. Цветет черемуха весной, вновь мама рядышком со мной. И детство, как другая жизнь, где видно мир весь сверху вниз. Эльвира Вавилова, наша прекрасная участница. Ну, не могу не спросить, какие у вас эмоции спустя вот долгие годы перерыва участия в конкурсах? Ну, на самом деле, перед выходом на сцену я попыталась все-таки справиться со своими эмоциями. Хотелось в песне передать чувства все с детством, с родителями. Воспоминания нахлынули. Наверное, в этот момент я даже перестала волноваться. Я думаю, что получилось, но давайте мы услышим мнение жюри и их конструктивную критику. Вот очень внимательно смотрит Стас Петрович. Что же такое? Я всегда внимательно смотрю. Так, вот смотрите, прекрасный тембр. Аплодирую. И, скажем, вибрато тоже красиво звучит у вас. Смотрите, мне, скажем, в песне вообще не хватило такие моменты, скажем, вот пиано, когда берете еще субтоном, чуть-чуть себе поете, а надо чуть-чуть посыл делать. Вот этот момент очень сильно заметно.
Вот. И верхняя нота, когда вы поете, тоже, даже если, скажем так, миксом, если даже тихо, пьяно, то же самое. Чуть-чуть там мощи не хватает. Вот. А так, ну, сказали, что долгий перерыв был. Возможно, из-за этого. Ну, поздравляю, красивый номер, хорошо поете. Пойте дальше. Поздравляю еще раз. Спасибо большое. Спасибо. Юлия Александровна. Элечка, я хочу сказать, что вы меня растрогали. У вас действительно получилось передать все эмоции, все, что вот вы хотели выразить в этой песне, получилось. Вот это да. Спасибо огромное. Спасибо, Юлия Александровна. Жанна Анатольевна, что скажете вы? Я скажу, что у Эльвиры интеллигентный вокал. Такой интеллигентный. Прямо вот. Ну, мне тоже посыла не хватило, конечно, в каких-то местах. А так, ну здорово. Вот это да. Большое спасибо всем участникам жюри за оценку. Ну а мы понимаем, что нет предела совершенству. И я хотела бы напомнить нашим телезрителям за чувственное исполнение и вот этот интеллигентный вокал нашей конкурсантки можете отдать голос и вы. Для этого вам необходимо отправить смс-сообщение на короткий номер 5533 со словом «Ход» и номером нашей участницы, которую вы видите на своих экранах. Во время выступления, на самом деле, мне казалось, что я 100% справилась со своим волнением, но моя рука меня выдавала. Здорово, на самом деле, ощущения просто невероятные. Я хочу сказать, что при выборе песни это очень-очень важно. Выбрать песню настолько по душе, по тематике для тебя, чтобы все-таки отключаться от этого волнения. Все-таки я пела о родителях, пела о своем детстве. И в какой-то момент я на самом деле даже забыла, где я нахожусь, что я стою на сцене. Я вспомнила те прекрасные годы детства. Еще хочу сказать огромное спасибо каналу Якутия-24 и все редколлегии за возможность участия в этом конкурсе. На самом деле, когда мы все-таки находимся в возрасте детском, подобные конкурсы бывают очень часто. Они бывают практически постоянно, к этому дети привыкают, но чем старше мы становимся, мы понимаем, что по возрастной категории как бы уже не так много конкурсов именно и для нашего возраста, да? И хочется выразить огромную благодарность за работу, проделанную с нами, потому что это действительно был такой прям очень большой труд. Спасибо огромное всей съемочной команде. Это просто, это счастье для нас. Спасибо огромное. Колоссальному опыту выступлений нашей следующей конкурсантки, наверное, может позавидовать даже профессиональный артист, потому что 15 лет она выступала в ресторане. Сегодня наша конкурсантка Евгения Колчанова является преподавателем. Помимо этого, она заканчивает Якутский музыкальный колледж, и вряд ли нужно уточнять, что всю свою жизнь она готова посвятить музыке. Давайте вместе услышим ее исполнение. Здравствуйте, меня зовут Колчанова Евгения. Родом я из города Алдан. Вся моя жизнь связана с музыкой. С самого раннего детства я участвовала во всевозможных конкурсах, разных концертах. У меня есть сестра-близняшка, и мы всегда были изюминкой нашего города, участвовали с удовольствием. 15 лет я проработала в ресторане. Считаю для себя это очень хорошей практикой, потому что песни были очень разнообразны, нужно было быть очень универсальным музыкантом. Сейчас я работаю в детской школе искусств с детьми по классу эстрадный вокал. Очень люблю своих детей, очень люблю свою работу. Очень вдохновляет меня, когда вот прошел конкурс и все дети счастливы. Я безумно, мне хочется летать, у меня появляются крылья. Вот. И также я учусь на четвертом курсе Якутского колледжа музыкального. Надеюсь, что я закончу удачно в этом году. Сейчас для меня это самое главное, чтобы ГОС сдать. Вот. Пожелаю себе удачи и желаю всем участникам отличного выступления, хорошего настроения и хороших впечатлений.
Этой ночью я отсюда не уеду. В моей жизни было слишком много снега, а я хочу тепла. Я так хочу тепла. Мне необходима эта дискотека, и мне кажется, что я с катушек съехала, а я тебя ждала. Так долго тебя ждала. Да-да-да, хотя бы до утра. Дай мне поверить в то, что я тебе нужна, как прежде. Да-да-да, я знаю, в жизни так бывает. Пусть я буду права. Танцы до упада, а не фабрики. Больше не надо, оба дураки, а не только я. На этот раз все только начинается у нас. В моем мире ты и я, и кот на кухне. Свет в моей квартире больше не потухнет. Я тебе все отдам. Этого хватит нам. Женский голос из колонок еле слышно. Что-то тихо пропоет про чьих-то бывших. Это все не про нас. И я прошу сейчас. Да-да-да, хотя бы до утра. Дай мне поверить в то, что я тебе нужна, как прежде. Да-да-да, я знаю, в жизни так бывает. Пусть я буду права. Танцы до упада, а не фабрики. Больше не надо, оба дураки, а не только я. На этот раз все только начинается у нас. Танцы до упада, а не фабрики. Больше не надо, оба дураки, а не только я. На этот раз все только начинается у нас. Евгения Колчанова. Евгения, скажите, вот вы пришли участвовать в конкурсе «Вот это», да? Телеканал «Якутия-24». Кто среди ваших главных болельщиков? Ну, это моя мама, моя сестра, все мои друзья. Друзья, я знаю, что у вас есть сестра, которая является близняшкой. И вы с ней не только сестры, но и лучшие близкие подруги. Ваша сестра поет? Да, Тоже. просто у нее сейчас маленький ребеночек, поэтому она на время взяла перерыв. Иначе бы у нас был бы здесь дуэт. Ну, возможно. Все возможно, все впереди. Давайте послушаем, что же скажут наши участники, наши председатель жюри. Евгения, вы преподаватель вокала, да? Да, эстрадный. Эстрадного вокала. Так, ну, я увидел, услышал такой своеобразный вокал. Возможно, это ваша манера исполнения, так вообще, да. Ну, скажем так, мне просто не убедил такой момент, что вы там йодель поете. То есть на фальцет, а фальцет вы исполнили как бы лишь бы. Вот этот момент, четкий фальцет, красивый фальцет, хотя там не сильно коротко звучит, да? Вот этот момент, но, скажем так, эстрадный вокал и есть эстрадный вокал, что это свобода выбора, свобода каждого человека. Вот вы так поете эту песню. Вот в данный момент, например, ну, скажем так, мне очень нравится, как вы исполнили. Вот это да, спасибо большое. Дальше творите, пойте. В следующем году ждем другого участника. Вместо вашу сестру или дуэт. Или дочку, да. Жанна Анатольевна, ваше впечатление? Женечка, ну вот это да. Как всегда, великолепно. Спасибо. Юлия Александровна, хотим услышать вас. Женечка, супер. Вот это да. Я, прям мне хотелось выйти и потанцевать, если честно. Вот мне было всего достаточно, и свобода была по полной программе. Спасибо большое. Да, вот есть харизма, есть красота, есть пластика. Вот это все передать. И, да, красиво все получается. Вот именно мое мнение, то, что такие технические моменты только вот. Как
преподаватель вокала наверняка понимаете, о чем я говорю. Спасибо. Я напомню, что наши телезрители могут поддержать нашу яркую, жизнерадостную участницу Евгению Колчанову. Для этого вам необходимо отправить на короткий номер 5533 смс-сообщение со словом «код» и номером нашей участницы. Сердечки вам посылаем. Ну, особой разницы я не почувствовала, телевизионный конкурс или обычный концерт. Единственное, что очень непривычно, очень много софитов и большое количество камер. А так, в принципе, для меня все это очень привычно. Ну, теперь можно выдохнуть. Меня мое выступление вполне устроило. Жюри оценили мою песню. Выбор песни у меня был достаточно недолгим. Я очень часто выступаю, поэтому мне не приходится долго выбирать песню. Мне эта песня подошла по темпераменту и вообще по смыслу, как бы. И вообще эта исполнительница мне очень нравится, импонирует мне. Есть небольшие замечания, я их приму к сведению. Ну и желаю удачи всем исполнителям сегодня. Наш следующий конкурсант Данила Будкин пользуется заслуженным уважением среди коллег. Почему? Наши телезрители увидят, я думаю, с первых минут его выступления и поймут, почему. Он выступает с 13 лет, берет уроки вокала у своего педагога в родном клубе Марины Русиновой, занимается охотой, поет в рок-группе, но своим главным достижением жизни он считает свою семью, любимую супругу и родного сыночка. Давайте вместе насладимся его выступлением. Здравствуйте всем, меня зовут Абуткин Данил, мне 32 года, я из поселка Нижний Куранах, Алданский район. Вообще заниматься музыкой и петь я мечтал с детства, потому что музыка, наверное, это единственное, что приносит огромное удовольствие, огромную бурю эмоций каждому, наверное, из нас. Мой первый педагог и единственный на данный момент педагог, чему я очень рад, это Марина Русинова, которая работает здесь директором, взяла меня в свою студию в возрасте 13 лет. С 13 лет я начал заниматься вместе с ней, занимаюсь по сей день. Забавный факт, Марина Русинова сейчас уже учит второе поколение моей семьи и выводит его на сцену. Это мой сын Ярослав, тоже, который занимается у нее. Моя жена тоже не осталась в стороне, и сейчас она занимается здесь не вокалом, но занимается в театральной студии, выходит на сцену Дома культуры в качестве актрисы театра «Энергичные люди». Поскольку я очень люблю музыку, моей страстью является рок-музыка, и недавно тоже, буквально года 2 назад, исполнилась моя детская мечта. Мы создали свою рок-группу. Ребятам я передаю огромный привет. Костя, Аня, Толя, Кирилл, вам огромный привет, если вы смотрите. Друзья, голосуйте за меня, болейте за меня, слушайте хорошую музыку и всегда смотрите Якутия-24. Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, the time is past. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You want to know me at all today. From the fading light I fly, rise like a phoenix, high off the ashes, seeking wrath and vengeance. Retribution you will want. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix. But you're my flame. Go about your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. 'Cause you wanna know me at all
Данила Будкин. Что за вокал? Что за вокал чудесный? Много у вас поклонниц, признавайтесь? Жена, и получается, что вы. Ну, не только я, мы на репетиции, давайте приоткроем завесу. Ваши соперницы готовы были лечь штабелями вот прям вот до зала. И даже те, которые уже замужем. Я-то нет. Жена будет эфир же смотреть, поэтому мы это вырежем. Нет. Пусть знает, что много конкуренции вокруг. Я заранее перед ней извинюсь тогда. Скажите мне, я добавляю просто огонь в ваши отношения. Скажите, а ваш сыночек поет уже или нет? Или у него совсем другие интересы? Он поет, и самое, что замечательное, его на сцену выводит мой педагог по вокалу, Марина Ярославовна. Браво, браво вашему педагогу. Ну а теперь давайте услышим мнение нашего жюри. Я под впечатлением, и я надеюсь, что вы тоже. Жанна Анатольевна, у вас такое вот выражение лица одухотворенное. Вот это да? Вот это да, конечно же, вот это да. Как это? Профессионально, четко, лаконично. Спасибо, Данил, как всегда. Спасибо, Жанна. Вот это да. Стас Петрович, критикуйте, ни в чем себе не отказывайте. Вот это да, действительно красивый тембр, красиво поете, да, и берете ноты так спокойно, красиво, четко, фальшивых нот нету. Ну вот единственный момент, когда вот глиссандо пели, вот этот момент чуть-чуть вибрато как-то не очень хорошо звучало, но если вот конкретно, скажем так, зацикливаться на каких-то моментах, да, вообще, скажем так, вот это да, здорово вообще. Совершенствуйте. Большое вот спасибо вашему педагогу Марина Русинова. Скажем так, то, что она так занимается с вами, это вообще вам очень сильно повезло. Спасибо ей. Вот и удачи. Пойте, это ваше. И вы преподаете вокал, да, или как? Да, да. Ну, вот, наверняка ваши ученики тоже, наверное, красиво поют, хорошо поют. И будем ждать тоже, скажем так, какие-то сезоны ваших учеников. Они подрастут, я думаю. И... Да, вот, и мы ждем, да, Эльвира? Мы искренне ждем. Юлия Александровна, что скажете вы? Супер, браво, шикарный голос, красивый очень мужчина. Восхитительно, Всё брависсимо. восхитительно, Продолжайте. брависсимо. Вот это да, Данил, супер. Спасибо. Спасибо большое за ваше мнение. Ну а я хочу напомнить нашим телезрителям, что поддержать нашего участника Данила Будкина могут абсолютно все девушки, которые остались неравнодушны после такого выступления. Он еще и скромный. Голосуйте, девушки, 5533. Отправляйте смс-сообщение на этот короткий номер со словом «ход» и номером нашего участника. Спасибо большое всем организаторам этого конкурса, спасибо всем спонсорам этого конкурса. Пожалуйста, поддерживайте его, потому что это огромная возможность показать, что наша республика богата не только полезными ископаемыми, но и талантливыми, замечательными людьми. После своего выступления я до сих пор как-то волнуюсь, поэтому путаются слова. Спасибо большое еще раз всем. Наша следующая конкурсантка Любовь Хмарова. Она работает педагогом-организатором в средней общеобразовательной школе города Алдана. И по ее собственному признанию, на наш конкурс она отважилась прийти только ради своих учеников, чтобы быть для них хорошим примером. Давайте вместе оценим прекрасное выступление. Меня зовут Хмарова Любовь, и я больше всего на свете люблю петь. Я пою разные песни, но больше всего мне нравится исполнять какие-то лирические песни. У меня большая семья, и все мои родные меня поддерживают в моем стремлении петь и петь всегда. Кроме того, что я люблю петь, я люблю вязать, я хорошо шью. Многие концертные наряды я шью сама себе.
Я работаю педагогом-организатором в средней школе номер 9 города Алдана. Я работаю там уже 5 лет, и с каждым годом я все больше понимаю, что наши дети самые лучшие дети. И моя работа приносит мне огромное удовольствие. Я делюсь своим талантом, своим умением с окружающими меня ребятами, и они отвечают мне тем же. И сегодня я на этой сцене принимаю участие в замечательном конкурсе «Вот это да! Болейте за меня! Я пою только для вас!» Я передаю самый большой, самый сердечный, самый пламенный привет моим родным, любимым моим ученикам из 7 класса. Я вас люблю, ребят! Болейте за меня! Хмарова Любовь! Может, помнишь тот сказочный сон? Позабыт он тобой или нет? Плыл над полем малиновый звон, занимался малиновый свет. Ягода малина нас к себе манила, ягода малина летом в гости звала. Как в зеркале эти искры на рассвете, ах, какой сладкой малина была. Тихо лес шелестел колдовской, лишь для нас пели в нем соловьи. И малиною спелой такой пахли теплые губы твои. Ягода малина нас к себе манила, ягода малина летом в гости звала. Как в зеркале эти искры на рассвете, ах, какой сладкой малина была. Ты мне слово одно подари, над которым не властны века. И пускай от сияния зари вновь малиновой станет река. Ягода малина нас к себе манила, ягода малина летом в гости звала. Как в зеркале эти искры на рассвете, ах, какой сладкой малина была. Как в зеркале эти искры на рассвете, ах, какой сладкой малина была. Ах, какой сладкой малина была. Ах, какой сладкой малина. На-на-на, 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 на-на-на. Любовь Хмарова. Любовь, знаете, я думаю, вашим ученикам очень сильно повезло, потому что у них такой вот прекрасный пример, и я думаю, что ваши ученики тоже будут смотреть наш проект.
Я думаю, и голосовать тоже будут, надеюсь. Как миленькие проголосуют, как миленькие. У нас же учебный год еще не закончился, я шучу. А ваши коллеги знают о том, что вы принимаете участие в конкурсе? Да, они знают, что я принимаю участие, и они за меня тоже там все держат кулачки. Жмут кулачки, дорогие, уважаемые члены жюри. Что скажете вы, Юлия Александровна? Ваша улыбка дает надежды на положительную оценку. Очаровательная исполнительница, очаровательная песня. У меня прям вкус малины на губах. Очень мне понравилось. Спасибо вам большое. Вот это да. Стас Петрович, какая малина? Да, Вкусная? сладкая. Сладкая, вкусная, ароматная. Вкусная, ароматная. Песню спели, справились, я думаю. И, скажем так, такая легкая, такая песня спели так, как надо. И, хотелось бы, конечно, чуть-чуть развития какого-то. Конечно, сложно тут сделать какое-то развитие, да? Песня такая, вот как есть, вы исполнили, там нет нареканий каких-то, например. Есть ли фальшивые ноты? Нет. Таких нареканий нет. Чуть-чуть, конечно, есть какие-то моменты наверх не поднимались, например, да, вот эти моменты были. Но мне кажется, вот здорово вы спели. Спасибо большое за такой вот позитив. Я, например, тут сидел и танцевал, и пел. Даже бэк-вокал. Легкое такое исполнение воодушевило, да? Жанна Анатольевна, ваше завершающее слово. Замечательная песня, замечательная Любаша. Замечательно исполнена, но песня не конкурсная. Хотелось бы все-таки, все, да, возможности голоса услышать, но в этой песне замечательной, вообще известной, милой песни нет, к сожалению, возможности показать весь диапазон. И это очень плохо. В следующий раз выбирать песню нужно конкурсную, да, чтобы... Я надеюсь, что все возможности. У меня есть еще возможность, то есть возраст еще позволяет, Конечно, поэтому конечно. будем принимать участие с другими песнями. Конечно, мы обязательно ждем в следующем году. В ваши юные годы можно все, и мы вас ждем еще в будущем. Я хочу напомнить, а вернее предложить всем ученикам общеобразовательных школ республики объединиться вокруг нашей любови педагога по организации мероприятий. Для этого вам необходимо проголосовать на короткий номер 5533, отправить слово «ход» в СМС-сообщение с номером нашей участницы, которую вы видите на своих экранах. Вообще я хочу поблагодарить организаторов этого конкурса. Все очень замечательно. Я благодарна судьбе за то, что я приняла участие в этом конкурсе. И для меня это, конечно же, безусловно, большой опыт. Работа на телевидении очень сложная. И я хочу сказать о том, что я немного волновалась. И когда жюри начали... То есть петь, я вроде бы знаю эту песню хорошо, и пела я ее хорошо. Я думаю, что я хорошо ее спела, мне понравилось. Ну, а жюри, конечно же, они сделали некоторые замечания. Будем участвовать в других конкурсах и выбирать другие песни. Я умею больше, я в этом уверена. А жюри, я думаю, что жюри, они тоже люди. Поэтому они испытывают какие-то эмоции, имеют на это право. Поэтому, конечно же, славно то, что они это все мне сказали, какие-то замечания сделали. В общем-то, меня хвалили. Я довольна своим выступлением. Завершает наш сегодня конкурс Анна Воробьева. По образованию она является медсестрой и сегодня работает в доме для престарелых. Безумно любит петь, и на наш конкурс ее благословили коллеги и друзья. И главная ее болельщица, которая безумно верит в победу своей мамы, это ее маленькая доченька. Давайте вместе насладимся вокалом. Я Воробьева Анна. Я очень люблю петь. Поэтому сегодня я решила поучаствовать в этом прекрасном конкурсе «Вот это да». Я работаю медицинской сестрой, но мое хобби – петь. Песня для меня – это передача эмоций как позитивных,
так и грустных. В песне можно много что подчеркнуть, можно много выразить. Когда думаешь о человеке, очень помогает песня передать свои эмоции. Поэтому я очень люблю петь. Сейчас за меня болеют мои родные, моя любимая доченька, мои близкие, все мои друзья, все те, с кем мы любим петь, и все мои коллеги, которых я очень люблю. В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Да-да-да-да, да-да-да-да, в конце тоннеля яркий свет, и я иду по выжженной траве, по тонкому льду. Не плачь, я боли не боюсь, ее там нет. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь Анна Воробьева. Анна, ваши эмоции, ваши впечатления от вашего выступления. Довольны? Я очень довольна. Я очень довольна. Было очень сильное волнение. Ну, я надеюсь, шибко его не показала. Вы мне за кулисами сказали перед конкурсом, что любите петь в караоке. Но помимо караоке где-то еще занимаетесь вокалом? Выступаете? Меня приглашают петь в наш центр досуга ленинский. Ну вот, в принципе, там я и пою. Как вам? Как впечатление, товарищи жюри? Юлия Александровна. Анечка, вы до этого принимали участие в конкурсах?
То есть это ваш первый конкурс? Такого масштаба это мой первый конкурс. Ну, поэтому вы, наверное, так волновались Да. очень сильно. Я вас поздравляю с первым участием в конкурсе. Все хорошо, молодец, очень аккуратное пение. Продолжайте петь. Вот это да. Спасибо. Жанна Анатольевна, вот первый раз и сразу на телеканал Якутия-24. Анечка, вот это да, вы первый раз в конкурсе. Это здорово, что вы решились на конкурс. Конечно, очень много фальшивых нот, не скрою, но очень красивый голос. И я думаю, что вам нужно пойти куда-нибудь петь в коллектив, например, в «Нежность». Попробуйте. Честно. Попробуем. Чтобы немножечко да, посмелеть, да, слух да, поправить какие-то нотки. И будет все здорово. Голос шикарный, вот это да. Вот в конкурсе «Вот это да» тут не только дают аргументированную критику, но еще дельные советы на будущее. Стас Петрович, что посоветуете вы? Я посоветую заниматься вокалом, потому что вот как заметили коллеги, да, фальшивых нот действительно очень много. Верхние ноты этой песни практически не спеты, вот, да. И, ну, скажем так, вы начинающий вокалист, да, или у вас есть начинающий, да? Нету ничего. Хорошо. Вот смотрите, самое главное не бояться вообще, не бояться, смелее идти вперед и заниматься. Вот то, что вы посоветовали, что в ансамбле надо петь, это и есть правда, потому что в ансамбле человек развивает очень сильно слух, музыкальный слух. Потому что в ансамбле, как правило, поют двуголосие, трехголосие, полифонию, да. В этот момент человеческий слух очень сильно развивается. Поэтому потом, когда сольно будете петь, практически фальшивых нот не будет. Вы уже будете слышать, контролировать звук, и при этом слушая и фонограмму. Вот. Поэтому вот хороший совет вам дали. И, соответственно, скажем так, если вы услышали какую-то критику, соответственно, над этим работайте. Хорошо, чтобы... Обязательно. Да, обязательно, потому что есть над чем работать. Ну, скажем так, я поздравляю, не останавливайтесь, пожалуйста. Вот и, соответственно, ждем в следующем году, чтобы вы совершенно другого человека. Спасибо вам большое за такую песню. Это моя любимая песня тоже. Мои ученики поют эту песню. Вот. Спасибо вам огромное. Вот это да. Мы благодарим весь состав нашего уважаемого жюри, аргументированная критика от которых только во благо. Я напомню нашим телезрителям, что нашу участницу Анну Воробьеву вы можете поддержать в СМС-сообщении, которое необходимо отправить на короткий номер 5533 со словом «Ход» и номером нашей Анны, которую вы видите на своих экранах. Я очень рада была поучаствовать в конкурсе такого масштаба. Для меня это было первый раз, очень волнительно. Я надеюсь, что всем понравилось. Для меня это было действительно вот это да, это было ответственно, и я очень рада, что приняла в этом участие. Я петь начала не так давно, меня этому никто не учил. Я певица-любитель, я себя так называю. Все, что мне посоветовала жюри, я приняла это во внимание, я буду развивать дальше свои таланты. И надеюсь, что еще раз поучаствую в таком же замечательном конкурсе, как вот это. Что ж, этап, на котором мы выслушали и представили всех конкурсантов, представляющих Алданский район, подошел к своему логическому завершению. А сейчас я передаю слово нашему жюри. Высказать мнение, но и озвучить имя победителя. Жанна Анатольевна, что скажете вы, ваши впечатления? Очень сложный день был. Очень сложно было выбрать единственного победителя. Но у нас все получилось. Юлия Александровна, ваши впечатления? Большое спасибо организаторам конкурса за такое волшебство. Правда, это был чудесный конкурс.
Участникам большое спасибо за их труд, за их талант. Было очень приятно, много моментов, которые мне очень-очень понравились. С удовольствием слушала всех. Кто победил, озвучит председатель нашего Озвучит жюри. Стас Петрович, который наверняка невооруженным глазом увидел колоссальную работу, подготовку к конкурсу наших участников. Ну, Действительно, ваше это мнение. так. Я под большим впечатлением. Спасибо Алданскому району за такой прекрасный день, за прекрасный такой конкурс. Вот это, да, действительно получилось. Ну и мы вместе с коллегами обсуждали и решили. Решили и сделали этот сложный выбор. Да. Имя Имя студию. победителя у нас становится Абуткин Данил. Данила Будкин. From the fading light I fly, rise like a phoenix, high of the ashes, seeking wrath and vengeance. Retribution you will want. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix. Мы искренне поздравляем Данила Абуткина и желаем и ему, и всем нашим конкурсантам дальнейших творческих успехов. Участница под номером 11 Раиса Сахибгареева. Участница под номером 12 Эльвира Вавилова. Участница под номером 13 Евгения Колчанова. Участница под номером 15 Любовь Хмарова. Участница под номером 16 Анна Воробьева. А я хочу напомнить, что конкурс «Вот это да» на этом не завершается. Наша большая съемочная группа, наша служба редакторов продолжает поиск талантов, и в эти дни продолжается запись. Поэтому все самое интересное впереди. Не переключайтесь и оставайтесь вместе с нами, с телеканалом «Якутия-24».